Здорово, Аслан. Данушку лови, Данушку! Когда в твоем распоряжении оказывается семейный видеоархив с уникальной исторической хроникой, всегда хочется поделиться этой памятью. Я обычно делаю нарезки и выкладываю их в социальные сети, и, как правило, получаю ответную реакцию. По многочисленным комментариям и перепостам я могу судить об общественном интересе, вызываемом той или иной видеопубликацией. Именно этим общественным интересом и обусловлен мой следующий путевой маршрут. Пост Ахурей. Именно здесь, ровно 26 лет тому назад, были сняты кадры обычных будней бойцов Абхазской гвардии, патрулирующих дорожно-транспортные узлы в целях обеспечения безопасности нашей республики. И даже по прошествии стольких лет здесь сохранились отметины, свидетельствующие о том, что на этом перекрестке разворачивались драматические события, героями которых выступали люди, творившие историю нашей страны. Но мой рассказ об отдельно взятом эпизоде из хроники, в отрыве от военно-политического контекста того периода, вряд ли был бы полноценным. Мне повезло. Непосредственные участники тех событий, ветераны отдельного полка внутренних войск Абхазии, историк Джон Гулария и художник Батал Джапуа, помогли мне воссоздать палитру того времени. Перед Старым Новым годом, 12 числа, объявили через Айтгалара, что нужно собраться мужчинам. Собрание будет. Там Ардземба присылает человека, и нужно собраться. И вот мы пришли все. Был актовый зал битком набитый людьми. И выступил значит, то ли советник по военным вопросам у Ардземба был, то ли пресс-секретарь. И он сказал следующее: есть здесь отдельный полк внутренних войск, он же так называемый в народе 8-й полк. Значит, происходит что? Дембель идет. Солдаты увольняются, служба заканчивается, срок, уходят, а туда прийти никто не идет. То есть Советского Союза уже единой системы, значит, призыва нету. И нужно обязательно нам пойти служить туда, для того, чтобы это имущество не разграбили или, там, скажем, не захватили кто-то. И сразу много добровольцев оказалось, в числе их я, там, Джон Гулария, там, ну, вот наши ребята. И когда вопрос стал, а когда надо идти служить, он говорит, завтра утром здесь стоять будет автобус. Тут все как-то сложно стало, потому что тут скоро, значит, Жирная, там, праздник, еще люди не отошли от первого Нового года, теперь еще. Вот, он говорит, будет стоять автобус. Мы в течение там, пару недель уже 60 человек набрали, и учебный процесс шел, подготовка личного состава и так далее. Время, о котором рассказывает Батал, было тревожным, неоднозначным. Все понимали, что рушится привычный мир. Кто-то просто пытался приспособиться и выжить, а кто-то сохранить и обезопасить народ и страну. После распада Советского Союза все внутренние части МВД СССР переходили под юрисдикцию тех республик, на территории которых они дислоцировались или подлежали расформированию. Не стало исключением и 2 батальона 8-го полка внутренних войск Министерства внутренних дел СССР, дислоцировавшиеся на территории Абхазии. В этой ситуации председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардземба перехватывает инициативу у властей Грузии. В связи с прекращением существования Союза СССР и ликвидацией союзных структур, в том числе и воинских частей союзного МВД, руководствуясь интересами многонационального населения Абхазии, Владислав Ардземба издает приказ о создании при председателе Верховного Совета органа по координации и переподчинению воинских милицейских частей. Начинается формирование отдельного полка внутренних войск Абхазии. Из всех частей и подразделений бывшей советской армии МВД возвращались служить своей родине абхазы. Также на службу призывались местные резервисты. Лучшие сыны абхазов, люди разных профессий, художники, актеры, режиссеры, историки, становились в ряды первого абхазского военного подразделения. А ситуация вокруг Абхазии все усложнялась.
После государственного переворота в Грузии и свержения Звиада Гамсахурдия карательные отряды грузинского госсовета бесчинствовали в Мигрелии. Под предлогом преследования сторонников свергнутого Гамсахурдия грузинские формирования пытались перейти Ингур и закрепить свою власть над Абхазией. А в самой Абхазии проходили митинги так называемых звиадистов, организовывались забастовки. В это время, к середине января, бойцы абхазского полка заступают на охрану государственной границы по реке Ингур и параллельно создают вторую линию обороны на посту Ахурей. Учитель истории Джон Гулария был одним из тех, кто противостоял продвижению отрядов грузинской нацгвардии на посту Ингур. К нам на переговоры, прежде чем начались переговоры уже с правительством Абхазии, с властями Абхазии, они думали, что в Абхазии не могут там быть такие дисциплина и так далее. Может быть, мы так поговорим с ними и так проедем. И пришел сам, значит, родной брат Георгия Каркарашвили, Давид Каркарашвили. Значит, они с белым флагом подъехали, мы пропустили, они поднялись, вот пост ГАИ там стоит на Ингуре, туда поднялись. Значит, мы их встретили, я, Гена Аргун, Тимур Джонуа, его встретили. Его помощник там остался в машине, он сам поднялся туда. Мы его поздоровались, значит, предложили ему поесть сперва, он отказался. Вот, потом перешли к делу. Значит, он попросил, говорит, что буквально 4-5 машин мы хотим проехать, вот, доехать, значит, до Гагры и обратно вернемся там без проблем. Вот. Мы говорим, мы этого не можем вам позволить. Во-первых, у нас свое командование имеется, которое дало нам четкий приказ здесь. А вы сейчас так говорите, а вы кем будете, мы спрашиваем. Он говорит, я командующий артиллерией Национальной гвардии Грузии. Начал говорить, что вот эта Абхазия настолько, вся Грузия это любит, что эта грузинская земля настолько и для абхазцев, и для грузинов. Я ему говорю, любить это одно, а принадлежность это совсем другое. Мы вспомнили Давида Строителя, царицу Тамар, кто они были, титулатуру ихнюю, я ему подсказал, так, где-то минут 20-30. Он говорит, а вы историк, он сразу определил. Я говорю, да. Я говорю, я учитель истории, педагог. Вот. В общем, вот так вот мы разошлись. Вскоре бойцам отдельного полка внутренних войск предоставилась возможность проявить себя и в настоящей боевой обстановке. Руководству Абхазии стало известно, что грузинская нацгвардия планирует провести операцию по зачистке территории Абхазии от сторонников опального президента. С этой целью они передислоцировали на Ингур 1500-тысячную группировку с бронетехникой. Бойцы абхазского полка готовы были дать отпор превосходившей их по численности и по вооруженной силе врага. Но грузинские отряды обошли абхазский заслон. Подразделения грузинские, когда они смогли пройти по мосту, они обошли этот пост ингурский, абхазский, ниже по течению, в районе железнодорожного моста. Там есть и брод, есть железнодорожный мост. В общем, они переправились, вышли где-то в районе Гудавы и захватили Ачамчиру. Вошли в Ачамчиру и вышли перерыв. Фактически наши друзья оказались в окружении. Они уже танки, БТРы, военные грузовики с личным составом, как раз прошли, где, значит, Тагилонский мост. Вот там, в этом районе они прошли, и вышли, значит, прямо к Галу, с южной части, со стороны Сиды, зашли в город уже, заняли ключевые места, почта, все, значит, префектуру так называемую, тогда ее в Гале так называли, вот, все такие узловые, значит, точки, и дальше двинулись в сторону Ачугары. Мы были все подняты по тревоге, и им был устроен очень серьезный заслон, мимо которого они не смогли бы уже пройти без боя. На посту Ахурей сосредоточились бойцы второй линии обороны абхазского полка. Двигаться дальше вглубь Абхазии без вооруженного столкновения вряд ли получилось у отрядов грузинской гвардии. Военная кампания в Мигрелии не была завершена, и втягиваться в очередной вооруженный конфликт уже с абхазами они пока не решались. Грузинское командование приняло решение пойти на переговоры. Стороны смогли договориться о том, что вся бронетехника, вооружение и часть живой силы останутся в районе Ачквары, а немногочисленный отряд Каркарашвили пропустят сопровождение до границы с Россией на реке Псоу. Начались какие-то переговоры и так далее. Они заявили, что мы хотим просто вот доехать там до Псоу, испить водицы,
креститься там, что-то такое, как бы, и вернуться. В общем, Арземба пошел на этот вариант, без оружия, без ничего, им дали икарусы, и они поехали. Давали пресс-конференции, значит, Каркарашвили возглавлял всю эту группировку, там их было, не знаю сколько, там, ну, до 500 человек. За следующие сутки 6 февраля отдельные гарнизоны гвардии Каркарашвили встали во всех основных городах и населенных пунктах, что вызывало глубокое раздражение у абхазов. Но у руководства Абхазии не было реальных сил для вооруженного противодействия. Ардземба пытался выиграть время. 7 февраля 1992 года небольшой отряд грузинских гвардейцев во главе с Каркарашвили вышли на реку Псол и под благословение грузинского попа зачерпнули и выпили несколько глотков псовской воды, чем вызвали немалую иронию среди местного населения. Но время пребывания грузинских гвардейцев, согласованное с руководством Абхазии, затянулось. Сам Каркарашвили расположился на территории нынешней тургостиницы «Айтар». На таймере видеозаписи оператора абхазского телевидения Тимура Кучберия значится дата 12 февраля. Основная задача задержания преступных элементов еще не выполнена. Но то, что касается тех людей, которые по договору завели сюда, это все зависит от ситуации. В интервью речь шла о срыве договоренностей по выводу вооруженной группировки. На территории Абхазии грузинские гвардейцы пытались демонстрировать свою силу. В ход пошли грабежи, незаконный досмотр автотранспорта. Обстановка накалялась. Но в результате они начали безобразничать все равно. Значит, волчья натура есть волчья натура. Вот. Где-то начали отнимать у зверодистов машины и так далее. И нас подняли по тревоге. В полку в Ачадарском мы находились, подняли по тревоге, но подняли по тревоге только офицеров. И сказали, нужно срочно выдвигаться в район Охурейского поста, заблокировать этот участок дороги, так как по требованию Верховного Совета Абхазии, по требованию Ардземба Верховного Совета Абхазии, грузинские подразделения будут уходить, но они с собой уносят награбленное у мирного населения и еще там у госструктур в каких-то государственных гаражах они забрали еще какие-то машины. Плюс они еще получили несколько единиц бронетехники, боеприпасы и оружия в российской части, в Маяцкой в российской части. По какому-то договору тоже, им дали. Вот. Мы, выдвинулись в район Охурейского поста, там уже было много бойцов, там были резервисты, и отдельное гудзерское подразделение было. И нас построил Какалия, тогда он был командиром отдельного полка внутренних войск, то, что называют Абхазской гвардией, и поставил задачу. Всякое могло быть, потому что они нарушили договоренности, может быть, мы уже ожидали каких-то провокаций, нарушения каких-то договоренностей. И за это мы были готовы, боевая готовность была номер 1. Вырыли окопы уже не в сторону туда, а в сторону уже Сухума. Вот, такую фронтовая уже конфигурация была немножко иной. Вот. А потом они ночью, уже дали команду, что они едут, мы подготовлены были все. В общем, проехала машин, наверное, 40-50. Вот все уже вроде бы, все колонны уехали, я тут смотрю, еще колонна едет. Оказывается, заблудившаяся какая-то грузинская колонна, которая отстала от первой. Подошел, остановил, они там поздоровались вежливо, там в таких тельняшках. Впереди этот УАЗик был такой, такие бородачи, крепкие ребята, вежливые, все. Мы, говорит, отстали, говорит, где? Я говорю, вот так уже проехали, говорю, туда-сюда. Такой разговор. Еще, заглянул туда, и там сзади сидений нету, там настил был такой сделан. Лежали матрацы, одеяло, белые простыни и 2 девушки еще там лежали, красавицы. Да, тоже в тельняшках они были. Они тоже, смотрели на меня так любопытно. Я очень удивился, надо же, как хорошо у них в армии, там с девочками ездит, еще такое, нагрето все. Ну, я сказал, через блокпост медленно, мы все устали, давайте, чтобы без конфликта, тихо проезжайте, скорость 20, не выше, и все будет хорошо. Там я изобразил рукой, мол, я ущущ, все хорошо, мол, в темноту. Люди, кто нес службу на этом блокпосту, в этом полку,
Кто они? Это ведь не только люди, профессиональные силовики, но и разных профессий. Видимо, генетический код такой у абхазов. Вот такие блестящие, вот такие вот, такой, как Аслан Зантария. Это человек, сам литератор, филолог. А какой он блестящий, вот, настоящий военачальник. И что мало таких у нас было настоящих военачальников. И тот же возьмем Чжичагуа, человек, который хороший абхазский парень, а какой оказался тактик, какой он вот внутренний, это, видимо, природный талант такой, значит, да, и многие, Резо, Гогия, это же вообще великолепнейший, это 2 года он где-то учился, с такой, насколько помню, с военной такой десантной школой связанной, значит, вот, да, многие у нас, весь наш состав, и Гогия, Резо, Ганба, Хухут, Берзени, Амиран, Чагуа, Тимур, Джидж, Джон Цвинария, это по прозвищу Махно, Кац Базурик, Хаджим Барамин, Нанба Даур, Аргун Гена, Арш Бамуха, вот это я никогда этих людей никогда не забуду, потому что они проявили себя как настоящие мужественные люди, как настоящие абхазы. На Ахурейском посту бойцы полка несли службу посменно. Пост еще служил барьером провоза контрабанды, оружия, наркотиков. По словам ветеранов полка, бывало, что на этом посту в день изымалось около 20 стволов оружия у вооружавшегося грузинского населения. Первый, я Ахурей, вас слышу хорошо. Представитель прибыл. Представитель пока не прибыл, мы тоже ждем его. Там сила техника на месте. Все на месте пока, мы ждем ихнего представителя. Спасибо, понял вас. До связи. Голос по рации из хроники. Позывной первый. Это связывался Владислав Ардзенба? Ну и значит происходило что-то важное? Да, и по голосу тоже же вот слышно, что это Владислав. И как раз было связано с переговорами о том, что, значит, вывести нас через уже, значит, занятую территорию, чтобы нас вывели обязательно с полным нашим вооружением. Вот. И это было, это же важно, представляете, там стоит абхазское подразделение, отрезанное от мира. Там Грузия, здесь грузины, значит, части грузинские здесь. Вот. И было очень сложно, но все сделал Владислав Ардзенба, четко договорился, обговорил, все, значит, нас вывели. Жертв не было, но нервов было выше крыши, и беззакония тоже было много. И этот блокпост, он служил такой преградой. Вот, после вот этих ингурских событий, когда наших бойцов обошли, им же пришлось прорываться назад, они взяли взрывчатку на грузовике, положили свой, на котором мы ехали, контакты взяли, заминировали свою машину и с контактами в руках сквозь грузин проехали. То есть, если что, они взорвали бы себя и этих. То есть много работы было сделано, чтобы сюда не входили вот эти национальные гвардии или внутренние войска Грузии, или как их там называть. Вот вообще, какова роль в истории Абхазии, вот именно роль отдельного полка внутренних войск? Ну, огромная. Если бы не отдельный полк внутренних войск, здесь был бы бардак и анархия полная. Короче, к тому времени грузины пришли бы, здесь всех просто пересажали бы, арестовали бы, все. Отдельный полк внутренних войск обеспечивал безопасность Абхазии полноценно. Это несмотря на то, что он был не очень многочисленный, там всего 600 человек. Первое сопротивление вот, при внезапном нападении 14 августа. Кто оказал первое сопротивление? Отдельный полк внутренних войск. И сделал это достойнейшим образом. То есть в этом плане они были хорошо подготовлены, морально устойчивые, они очень были физически хорошо развиты, подготовлены, они были к стрелковому бою, к городским боям, были к форсированию рек и так далее. Мы все эти занятия проводили очень серьезно, там нагрузка была бешеная. Вот, и они духом крепкие были. В контексте военно-политических реалий того времени немаловажно отметить и тот факт, что армия Госсовета Грузии еще раз попытается вторгнуться на территорию Абхазии.
Это произойдет в апреле 1992 года. Грузинских гвардейцев встретят на Ингуре бойцы Абхазского полка, которые на этот раз уже решили не допустить врага на территорию Абхазии. На мосту несколько дней продолжалось военное противостояние, время от времени переходившее в отдельные перестрелки. В результате решительного сопротивления и благодаря мужеству и самоотверженности немногочисленного, но сильного духом отряда абхазских ребят, армия Госсовета Грузии вынуждена будет откатиться назад. Полк внутренних войск Абхазии просуществовал меньше года. Грузино-абхазская война внесла свои коррективы. После отхода за реку Гумиста и создания Гумистинского рубежа обороны, а затем и формирования вооруженных сил, отдельный полк внутренних войск расформировался. Но он воспитал немалое количество достойных солдат и истинных патриотов своей родины, которые составили твердый костяк частей и подразделений вооруженных сил Республики Абхазия и с боями дошли до победного конца. До встречи в путевых заметках.